Зачисление абитуриентов в вузы республики завершено. В числе первых список будущих студентов пополнили школьники, набравшие наибольшее количество баллов по ЕГЭ. Бонус получили и те, кто успешно сдал ГТО. Как в аграрном университете оценивают спортивные успехи абитуриентов, узнал Эмиль Басареев. 18, 19. Эмилия Ямалетдинова всю жизнь со спортом на «ты». Любимыми видами были ушу и плавание. Но будущая девушка решила связать с ветеринарным делом. Серебряный значок ГТО добавил к результатам ЕГЭ Эмилии еще 5 баллов. Чтобы увеличить свои шансы поступления, я целенаправленно занималась этим. Готовилась за несколько месяцев, где-то, наверное, за 3-4. Я начала заниматься, растяжка, пресс, бегать. В 2018 году студенты аграрного заняли итоговое первое место на универсиаде вузов Республики Башкортостан. Поэтому здесь рады тем, кто дружит с физкультурой. Значок ГТО дает преимущество. Конкурс приемной комиссии, где-то 10 человек на место. Было подано более 5000 заявлений на прием. И каждый пятый абитуриент имел золотой значок ГТО. В нашем вузе за золотой значок ГТО добавляется дополнительно к сдавшим баллам ЕГЭ дополнительно еще 5 баллов. Еще одним стимулом для поступления в аграрный университет в этом году стали персональные гаджеты. В них уже есть необходимые для учебы приложения. Вот такие планшеты получат студенты-первокурсники, поступившие на бюджет. Гаджеты облегчат учебу 75 будущим зоотехникам, агрономам, специалистам переработки продуктов животноводства. Каждый сможет найти в планшете информацию о растениях, животных, а также их болезнях и вредителях. В учебе, я думаю, это будет очень большая поддержка. Ну, для нас это, конечно, было неожиданностью. Думаю, для студентов тоже будет еще больше неожиданностью. Большие плюсы ждут и 100-бальников. 58 школьников региона показали максимальный результат на ЕГЭ. Многие университеты Башкортостана предложили им повышенную стипендию – 100 тысяч рублей в течение первого курса. Эмиль Басареев, Ильнур Юмагулов и Владимир Взовой. Новости, Уфа.